В Малгобекском военном комиссариате сегодня многолюдно. Люди призывного возраста один за другим проходят медкомиссию. Кто-то планирует освоить военно-космическую службу, другие надеются пополнить ряды Национальной гвардии. Но цель у всех одна – отдать долг родине и встать на защиту отчизны. Адам Гудантов это уже сделал, прошел срочную службу в ВКС России. Теперь хочет встать на учет в запас. Интересный склад в дальнейшем МЧС Ухтуаларс خليك قادرات بجانا كمان دقيقة МТوит МЧС أروالرس دالين. Перед тем, как стать настоящим солдатом, призывникам необходимо проверить вес, рост, ухо, горло, нос. Далее невролог, офтальмолог, терапевт и стоматолог. Желающих попасть в армию и отдать гражданский долг много, но по состоянию здоровья некоторые остаются в запасе. По словам медкомиссии, из 10 призывников отбор проходит только 2. Каждый день мы сталкиваемся с такими проблемами. Мы выявляем случаи как первичные, так и повторные, потому что чаще всего такие призывники уже готовы. У них бывают амбулаторные карты, у них бывает у кого инвалидность уже розовых бланов. И мы поступаем в соответствии уже с тем, что мы имеем. Если это первичный, значит, выявленный случай, мы его направляем на обследование по профилю в больницу или же на консультацию в диспансер. И уже потом выставляем в соответствии с диагнозом статью. Направят призывников сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные и войска Национальной гвардии России. В осенней кампании перед Малгобекским комиссариатом поставлена задача обеспечить 60 новобранцев. Пока работа по подготовке личного состава идет успешно, но и есть небольшие нарекания. Несмотря на то, что людей, приходящих в медкомиссию, много, под категорию А и Б подходят не все. В основном здесь больные и студенты, а здоровых могут не пускать родители, так как боятся, что их сыновей перенаправят на специально военную операцию. Информация везде есть, есть приказ министра обороны, что граждан, призванных на военную службу по призыву, их не будут задействованы, они не будут в зоне проведения специальной военной операции. Они не будут также призываться в 4 региона, которые вот недавно были вошли в состав Российской Федерации, они тоже в этих регионах проходить службу не будут. Поэтому родителям здесь беспокоиться, что они куда-то попадут, что они что-то там в зону специальной военной операции, не стоит. Время уходит быстро, как я сказал, год проходит быстро, а дальше уже судьба самого человека. Захочет остаться по контракту, подписывает контракт, остается. Если не захочет, то увольняется, приходит домой. Также среди родителей бытует такое мнение, что опять я хотел предостеречь, можно попасть под букву закона. Многие призывники после начала специальной военной операции устраиваются второй, третий раз разные колледжи, высшие учебные заведения. Я бы хотел призвать призывников, не надо этого делать, не надо терять деньги, на коммерческой основе устраиваться, потому что право на отсрочку человек имеет для продолжения профессионального образования только один раз. Если он один раз воспользовался правом на отсрочку, второй раз у него права нету, закон не позволяет этого. Но там есть некоторые исключения при поступлении в ординатуру, магистратуру, но в основном у нас он заканчивает колледжи, поступает в институты, закончил институт один факультет, поступает на другой факультет. Но не надо этого делать, мы все равно эти списки мы фильтруем, повестка тебе обязательно придет, будешь ты призван. Родители должны понимать, что те, кто сегодня уклоняется от службы, будет осужден по статье 328. В дальнейшем это может повлиять на трудоустройство гражданина. Он не сможет работать в госорганах. Отслужив всего год, призывник получит военный билет. Многие наши ребята выезжают на север, выезжают в разные регионы России, трудоустраиваются там. И сегодня, не имея на руках документ воинского учета, вот этот доступ к работе им ограничен. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел обратиться к тем нашим молодым ребятам, которые уезжают, что все равно не сегодня, завтра у тебя спросят этот документ воинского учета, и ты должен будешь его представить на работе. А после этого где-то возвращаться. Они сегодня уезжают, хоть не знаю, с крайней точки, с Якутии, Магадана, заканчивая Мурманском, во всех регионах работают. Но хотелось бы, если сегодня срок службы 1 год, ребята наши, которые мы призвали год назад, в этом году уже месяц как прибывают домой, все как один голос говорят, что они еще там год подержались бы,
всем советуют, желают своим сверстникам, что там никакой тяжбы нету, никаких таких условий трудных нету. Всего в рамках осенней призывной кампании на службу в армию из республики должны отправиться 200 новобранцев. Для подготовки состава у военного комиссариата есть время до Нового года. Адам Гулой, Васхаб Белакиев, Новости 24.